Всем привет! Эфир телеканала «Осетия» и Рестом продолжает программа «Передача». И в ближайшие полчаса исключительно про спорт. И начнем с новостей. Алания выиграла лишь 1 из 10 товарищеских матчей на сборах в Турции, пропустив в них 10 мячей. В пятницу красно-желтые сыграли заключительный матч в рамках турецких сборов. Соперником Алании стал Черноморец, выступающий в первой лиге. Игра завершилась со счетом 0-0. В предыдущих 8 товарищеских матчах Алания проиграла узбекскому Насафу, казахскому Тоболу, а также футбольным клубам «Крылья Советов», «Легион Махачкала», «СКА Хабаровск», «Новосибирск», «Челябинск» и «Ахмат». Единственную победу Алания одержала в матче против Краснодара-2, забив гол с пенальти. Всего в 9 матчах красно-желтые пропустили 20 голов и забили 7. Первый официальный матч после зимнего перерыва Алания проведет 3 марта на выезде. Соперником красно-желтых станет «Нефтехимик». В Нальчике состоялся чемпионат СКФУ по вольной борьбе среди мужчин. Остинские борцы привезли домой 6 наград. 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые. Чемпионом стал Алан Найфонов в весе до 86 килограммов, серебро на счету Ислама Зикеева в весе до 70 килограммов и Ацамаза Тиблоева в тяжах. Бронзовые медали завоевали Александр Сабанов, Азамат Хадзарагов и Ирбек Тавгазов. В Суздале состоялось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. В соревнованиях принимали участие 620 спортсменов из 66 регионов страны. Остинский классик Олег Козаев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 85 килограммов. Борцы клуба братьев Таймазовых проходят подготовку к первенству России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Ребята работают в полную силу, оттачивают технику и тактику, играют в баскетбол, занимаются плаванием. Пройдут также контрольные схватки. Первенство страны пройдет с 25 марта по 1 апреля в городе Орле. Удачи, ребята! А вот в Нальчике прошло первенство СКФУ под хэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет, а также юниоров и юниорок 15-17 лет. Остинские спортсмены завоевали 20 наград. В соревнованиях среди юношей и девушек сборная Северной Осетии завоевала 2 золотые и 5 бронзовых наград. 5 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых наград завоевала юниорская команда. Отличный результат. Команда СК ГМИ приняла участие в спортивном фестивале «Техноспорт первых», который проходил в Грозном с 16 по 19 февраля. В ярком и красочном спортивном событии принимали участие около 600 ребят в составе 45 команд из 39 регионов России. Студенты технического вуза стали единственными, кто представлял Северную Осетию и заняли 3-е место среди команд СКФУ. Студенты показали свои навыки в ГТО, гонки с препятствиями, лазерном бое, спортивном программировании и управлении дронами. Бывших спортсменов не бывает. Пусть сегодня эти ребята, как и раньше, не выступают в ринге, октагоне и на ковре, но не покинули спорт окончательно и нашли новую интересную дисциплину. А вот как занимавшиеся ранее индивидуальными видами спорта чемпионы справляются с командной дисциплиной, в материале моей коллеги Кристины Губиевой. Борцы на баскетбольной площадке. Не сон, а реальность. Рестбол. Вот для чего спортсмены собрались сегодня. В отличие от баскетбола, здесь нет дриблинга и штрафных бросков. Разрешается жесткая силовая борьба. Главное – поразить кольцо соперника. Рестбол прошел путь от любительской игры до профессионального спорта. Придумали его борцы около 40 лет назад. Они передвигались на коленях и пытались забить тяжелый набивной мяч в импровизированные ворота. Сейчас игра выглядит иначе, а с 2003 года носит официальный статус. Это регби плюс баскетбол. Есть какие-то еще дополнительные правила. В 3 тайма идет игра, в одном тайме есть игрок, который называется рестлер. Его никто не знает, соперников команд только знает судья. Он может подбежать сзади, должен снять футболку и сделать бросок. Так, в принципе, стандартная игра. Всегда в нее играли борцы на разминках.
Хоть в рестболе и разрешается жесткая силовая борьба, есть и запрещенные приемы. Нельзя делать подножки, толкать в спину и провоцировать на столкновение. В России существует уже более 2 десятков рестбольных коллективов, а 2 года назад такая спортивная команда появилась и в Осетии. Ее капитаном стал Тимур Айляров, чемпион мира по кикбоксингу, многократный чемпион России СНГ по различным видам единоборств. Здесь азарт, здесь адреналин свой, игровые виды спорта, вот такие они интересные. Ну, мы также на тренировках баскетбол развивает периферическое зрение. Ты увидишь вот боковые удары, оно чувство соперника, ну вот реакция, дистанция, все дает. Создавать свою рестбольную команду не было в планах Тимура Айлярова. Сначала игра была лишь увлечением, однако вскоре спортсмену поступило заманчивое предложение. Президент федерации, он мой знакомый, он подошел ко мне, я вот хочу, чтобы ты создал свою команду. И я собрал в основном из старой гвардии, которые уже не действующие спортсмены. В состав команды вошли титулованные спортсмены, чемпионы мира по различным видам единоборств: Ибрагим Тибилов, Ален Засеев, Юрий Кибизов и многие другие. Как оказалось, освоить новый вид спорта не так уж и просто. Честно сказать, это тоже вид спорта, конечно, но кардинально другой. Здесь, ребята все вольники у нас, они очень динамичные, все время в темпе. Я как бы не особо, этот темп понимал раньше. Сейчас более-менее уже втягиваюсь. Спортсмены тренируются 2-3 раза в неделю по 2 часа. Команда появилась относительно недавно, но начинающие рестболисты уже успели показать неплохие результаты на всероссийских соревнованиях. Мы заняли 2 место в Москве, проходил чемпионат. 1 очко уступили тогда в финале команде «Кобра». Им больше повезло, они больше 3 очков забили. В планах у спортсменов пополнить коллекцию кубков на всероссийских и международных соревнованиях. Экс-борцы и бойцы готовы доказать: никогда не поздно начинать что-то новое. Они искренне верят, их карьера только начинается. Мне часто пишут зрители с вопросом, куда ушел тот или иной спортсмен после завершения карьеры. И правда, куда уходят звезды? Предлагаю периодически записывать подобные интервью. И начнем с боксера. Чемпиона мира по версии WBF и WBL Заура Айларова. Заура, рада приветствовать вас в нашей уютной студии. Век боксера, он относительно длинный, да, если сравнивать с другими видами спорта. Но у вас так получилось, что вы, на мой взгляд, очень рано завершили карьеру. Почему? Я бы не сказал, что я рано завершил карьеру. В 29 лет просто какие-то проблемы со здоровьем начались. И да и в целом как-то хотел уехать в Америку, потом начались эти вот ковидные времена. И смысла, думаю, ждать, пока все это не было. И поэтому решил попробовать себя в чем-то другом. Не жалеете? Вообще нет. А что не жалеть? Спортом позанимался, по миру покатался, друзей собрал, что не жалеть. Всему свое время. Не, правда, вообще не жалею и рад, что вот все так, именно так завершил. Потому что, как говорят, в боксе лучше завершить на год раньше, чем на 1 день позже. Поэтому все нормально. Наверное, зрители ждут услышать историю о том, что чемпионами становятся люди, которые вот только пошли ножками и пришли в зал. Но ваша история — это не из этой серии. Вы очень поздно начали заниматься именно боксом, если я не ошибаюсь. В 16-17 лет вы пришли в боксерский зал. Все же индивидуально. Я вообще не скажу, там, Бернард Хопкинс, то ли в 19, то ли в 20 лет начал заниматься, стал величайшим чемпионом. А мне чуть, может, повезло больше, чем кому-то другому. Но да, я поздно начал заниматься боксом, и поэтому, в принципе, и для тяжеловесов они и позже раскрываются. Поэтому если бы я, наверное, выступал в 50 килограмм, то, наверное, намного сложнее было что-то сделать. А кроме бокса, до бокса, был спорт вообще в твоей жизни? Ну да, я в детстве ходил на борьбу. Там года 2-3, так, для себя это совсем маленьким. Потом я только занимался, пытался учиться. Поэтому нет. А бокс вообще, для себя пошел. Я еще раз говорю, бокс просто это... я думаю, боксер может в любом возрасте пойти, не в 40-50 лет, там, первые тренировки. Думаю, до 18 лет может, особенно если парень в тяжелом весе будет выступать, если крупно. Думаю, есть много шансов, много примеров в жизни великих чемпионов, которые начали поздно заниматься спортом. Почему именно бокс?
просто вот отец сказал пойти для себя, научиться за себя постоять надо. Ну, ничего не делал. И просто так пошел и остался. Действительно просто для себя пошли? Или в какой-то момент вы начали понимать, что это реально занятие не для себя, и вы куда-то вот в профи стремитесь? Ну, я когда начал тренироваться вот у Анатолия Матвеевича Шталова, царство ему небесное, мой первый тренер, ну, как бы чуть начало получаться, понравилось, то и все. И когда уже начал какие-то, ну, думал, если уже ходить, то, значит, надо попробовать что-нибудь получится, да, нет, просто вообще без какого-то напряга или какого-то давления там свне. Не было скептиков вокруг вас, которые говорили, что да вот, нет, только для себя? Естественно, скептики, они всегда есть и будут, и по сей день, которые люди в жизни ни одного дня не протренировались, никогда в жизни в ринг не вышли и начинают что-то умные слова говорить. Там, я их называю, знаете, как теоретики, которые всего лишь нам что-то где-то посмотрели на Ютубе и говорят, а я считаю, что надо, если ты какую-то тему уже понимаешь и говоришь, что ты должен быть как минимум практиком, а не просто говорят, а это всегда были, кто-то что-то говорили. Да ладно на них обращать внимание, думаю, вообще смысла нету. И вообще всем спортсменам, молодым особенно, не обращайте внимания, меньше там читайте там всякие глупости и все. Если нравится, занимайтесь. Что получится, да, нет. Родители как относились? Тот же папа, который вас привел, грубо говоря, просто постоять за себя, когда вы уже потом сделали бокс для себя чем-то большим? Отец, как он поддерживал всегда, и мама поддерживала, и мне кажется, на то и семья, что поддерживать тебя, любой твой выбор. Если он здравый, я думаю, они должны поддерживать. В 2007 году пришли в бокс, а в 2008 уже выиграли первенство России. Да. Это, мне кажется, уже был первый звоночек, что Ну, это да. не просто для себя. Да, это среди юношей. Ну, и это младшие юноши, это детский бокс. Там, я не считаю, это какие-то вообще результаты. Да, конечно, это приятно было в тот момент там, по юношам выиграть Россию юношескую. Это, сейчас помню, в Анапе было, в городе Витязево. И, конечно, прикольно было. Но единственный плюс, что так в сборную попал, как бы покатался по сборам, и все. Это такое было. А так со мной еще там были ребята, тоже там не очень долго тренировались, тоже там тот же Марий Геоев, он тоже, он, может быть, там на месяц позже меня пришел, тоже выиграл Россию. Поэтому у нас такая команда очень сильная, да, была вот в тот период времени. Вот вы сейчас говорите, это юноши. А в какой момент пришло осознание, что это вот не просто так, и пора серьезнее заниматься? Какой-то турнир, может, после которого именно пришло осознание такое глобальное? Наверное, после, когда уже на юниорской России я второй стал, вот тогда я понял то, что надо, когда этот отбор был на чемпионат мира юниорский, в 2010 году, кажется, мир в Баку был, и вот тогда на России второй стал. Нет, в Ереване был первенство мира, я на России второй стал, и понял, что упустил хорошую возможность поехать на юниорский чемпионат мира, и тогда я понял, что надо чуть, наверное, как-то по-другому относиться к спорту, больше времени ему уделять. А бокс никогда не мешал учебе в плане там школы и так далее? Мне кажется, вот для учебы на тройке, четверке ни один вид спорта не помешает. Само собой, если ты хочешь выигрывать там олимпиады какие-то школьные, то тебе не даст, у тебя не получится это сделать. А так учиться без двоек, это вообще не мешает. Хотя у меня были периоды, когда я там сам себя обманывал, что я вот типа спортсмен, а и на учебу. А сейчас очень жалею об этом, потому что учеба — это очень важно. Это на первом месте учеба, потом уже все остальное. Это очень важно, потому что человек должен быть образованным, должен внятно выражать свои мысли, и чтобы с ним было о чем-то поговорить, он должен быть образованным. Просто человек, как Хабиб Нурмагомедов сказал, сильный человек — это опасный человек для общества. Поэтому надо учиться в первую очередь. После окончания школы, на тот момент вы уже занимались боксом, насколько я поняла. Наверное, любой спортсмен идет по пути наименьшего сопротивления и идет на факультет физического воспитания и спорта. Вы выбрали юридический факультет. Почему? Я, наверное, понимал, что рано или поздно спорт закончится. И мне и нравилось это, естественно. Я после, вот когда завершил карьеру, я даже в какой-то момент там постажировался это в органах. Мне интересно было, да, мне это нравилось. Работа.
И поэтому как бы это был прямо осознанный выбор. Это не так, что вот сказали, было престижно. Потому что в Осетии, как мы знаем, самое больше юристов, экономистов и стоматологов, мне кажется. Но это был именно осознанный выбор. Вы провели, именно если по любителям говорить, вы провели, я так в Википедии читала, больше 300 боев именно по любителям. И уступили всего лишь там 25, кажется, боев было. Там больше 200, кажется. Ну да, плюс-минус, да. И уступили очень мало там проигрышей, поражений, это да? Мало, это достаточно много для любительского бокса. В любителях как бои считаются? Ты приехал на первенство республики, провел 4 боя, это 4 боя, грубо говоря. И на всех соревнованиях ты минимум 4 боя проводишь, и поэтому кажется, что это мало. Не, 25 поражений, это много, очень много. Там, может быть, даже плюс-минус больше было. Их даже примерно считается, это не точно никто тебе не скажет. Ну, в любителях я очень много проигрывал, и очень рад даже этому, что проигрывал, потому что опыт какой-то человек берет из этого. Понятно, при победе, да, какие эмоции человека переполняют, а при поражении? Ну, когда ты маленьким проигрываешь, конечно, там это слезы, горечь, там, когда ты уже в взрослом возрасте проигрываешь, ну, просто надо делать, мне кажется, какие-то выводы и все. Ну, в этом мне вообще что нравится, это вот отношение зарубежных спортсменов к своей работе, к спорту. Например, для нас, кавказцев, поражение – это трагедия. Да? Ты проиграл, все, люди там начинают, там, я опозорился, я тут, 5-10. И вот даже взять тех же там европейцев, американцев, неважно. Человек проигрывает, он выходит, говорит, просто был не мой день сегодня. Ничего страшного, это не мой день, все, идем дальше. И вот это, мне кажется, им намного легче выступать, чем нам. Потому что для кавказца поражение, значит, все, ты там опозорил семью, село, там, город, республику. А для них это всего лишь, проиграл, ничего страшного. И я думаю, это вот очень правильное отношение к спорту. Просто не мой день сегодня был, потому что все проигрывают. Это вообще часть спорта, жизни. Ты везде проигрываешь. Ты в жизни это проигрываешь, в работе проигрываешь, спорт. Это нормально, это вообще на это не надо обращать внимание. Просто люди, именно наши земляки, кавказцы к этому относятся прям очень-очень сильно болезненно. И мне кажется, это еще особенный груз такой, отдельный груз для спортсмена, выходя там в ринг, на ковер, в октагон, неважно. То, что он начинает бояться проиграть, а что скажут люди там. Потому что как-то я смотрел Олимпиаду, я не помню, 2012 год, 300 год, и там парень, борец, кажется, 3-е место занял, кавказец какой-то, и вот он там в интервью, я вот проиграл, там занял бронзовую медаль, завоевал, проиграл, я стал 3-м. И тут же показывают рядом какого-то там европейца, и он радостно, я выиграл бронзовую медаль, я бронзовый призер Олимпийских игр. Ну, это же победа же бронза Олимпийских игр, это большая победа вообще, в целом, даже участие на Олимпийских играх. Вот разное понимание, поражение. Для кого-то это победа, для кого-то это поражение. А может быть, потому что мы избалованы еще медалями, в том числе олимпийскими? Слава богу, да, мы избалованы. Я так этим горжусь, если честно, что у нас столько олимпийских чемпионов. Я всегда, где бы я ни был, там, за пределами нашей республики, когда разговор начинается о спорте, я всегда, как это мой козырь в рукаве, который выкидываю сразу, говорю, что у нас на душу населения самое больше олимпийских чемпионов. Я безумно этим горжусь. Я очень рад, что есть такие примеры для нашего подрастающего поколения, там, как Заур Сидаков, Сос Рамонов, Артур Таймазов, там, Хаджимурат Гацалов и куча, там, наша Аида Шанаева, олимпийская чемпионка тоже. У нас очень много примеров, и я так радуюсь этому, на самом деле, что у нас такая сильная республика и такая сильная нация. В 2017 году вы провели свой первый профессиональный бой. А если вспомнить, как оно было? Да, по профессионалам карьера у меня короткая была, небольшая, и просто большой простой был, да, я года 1,5-2, наверное, не выступал, и вот попробовал, друзья там по профессионалам дрались, и типа, давай попробуем, ничего же не теряешь. Я говорю, давайте, почему нет, попробовать. И понимал то, что там первые бои, конечно, любого профессионального боксера его не пустят драться там с какими-то там сильными соперниками. Его будут вести, если нормальная команда у тебя адекватная, тебя будут вести потихоньку, давать там соперников, тех, на которых ты будешь расти. Поэтому профессиональная карьера, да, она такая была. Первый бой помню,
тогда, конечно, переживал, нервничал, потом уже смотришь, думаешь, что нервничал, просто выходить и делать свою работу, показывать и все. И все же, какой из боев можете выделить? И какой из титулов для вас самый важный? Для меня самый важный титул, наверное, это даже в любителях. Потому что вот Россию по молодежи выигрывал. Для меня это, наверное, самый такой важный титул. Я считаю, тогда выигрывать, в какой конкуренции ты выигрываешь. Да, в тот период была очень сильная конкуренция. Тогда я считаю, что вот это Россию молодежи, когда выиграл, тогда такая одна из самых больших побед. По профессионалам, да, у меня все бои, в принципе, одинаковые были. Я бы не сказал, что какой-то бой мог бы выделить или там не выделить. Какой-то там титул по профессионалам тоже я бы там континентальный пояс какой-то выиграл, а там титул чемпиона мира там по континентальной версии. Поэтому именно по профессионалам я бы, наверное, не знаю, какую победу я бы выделил больше всего. Но вот именно в любителях, наверное, это Россия молодежная. Понятно, что мы не привыкли в Осетии, на Кавказе себя как-то хвалить, но все равно объективно, честно, черты характера ваши какие-то, которые вам вот помогали именно в спорте и сейчас помогают в жизни за пределами ринга? Наверное, меня вот научили родители тому, что если что-то надо сделать, надо прямо сейчас встать и сделать, а не откладывать там на завтра. Это меня вообще, в принципе, в жизни. И я всегда понимал то, что надо вот прямо сейчас это сделать. Не надо ждать, там, что будет завтра или еще что-то. Надо всегда делать. Потому что завтра вообще может какой быть, никто не знает. По ситуации в нашем мире, тем более сейчас. И я думаю, наверное, кажется, то, что я всегда все пытался делать сразу, не откладывая все в долгий ящик. Наверное, это самое такое качество, которое помогло, как бы помогать и в спорте, ну, любому человеку, оно и в спорте поможет, и в работе, и в жизни, там, в быту, во всем. Это за что я благодарен родителям, потому что научили меня как-то дисциплине какой-то, то, что надо делать все сразу. Самодисциплина именно в спорте, она важна? Конечно, это, я думаю, это самое главное в спорте, что это дисциплина. Если у тебя нет дисциплины, ты никогда в жизни не покажешь никакой результат. Ну ладно, там по юношам ты покажешь результат, там, да, но именно по взрослым любого спортсмена возьмите в любом виде спорта именитого, топового спортсмена. Это люди, которые во всем себе всегда отказывали ради там каких-то результатов. Поэтому я думаю, это очень важно. Это первое, это основа, это фундамент. Дисциплина — это фундамент, без нее никуда. А если сильные стороны, понятно, мы узнали сильную сторону. А если немного про слабость? Допустим, один боец мне как-то на этот вопрос ответил, что я жалею своих соперников. То есть, когда я понимаю, что я вот бью и прям вот без блока попадаю по нему, я жалею его. Ну, ему бы я, наверное, сказал то, что это слишком удобный человек, потому это же спорт, что там жалеть. Ты же выходишь не убивать там своего соперника, ты выходишь, это спорт, это спортивный интерес, ничего большего. Например, я вообще не понимаю, как там у спортсменов могут друг с другом там в одном весе, кто конкурирует, там друг друга не любители. Ну это же спорт, человек тебе ничего плохого в жизни не сделал. Если он сильнее тебя, он просто сильнее тебя. Он заслужил больше этого, чем ты, и все. Поэтому я всегда, наоборот, как-то со всеми, с кем и выступал вот по сей день, я со всеми очень с большим уважением к ним отношусь ко всем. Поэтому у меня никогда не было того, что вот там человек там в моем весе или там кто-то выиграл, а я не выиграл, я начинал его завидовать. Он больше заслужил. Господь Бог видит, и Он дает тому, кто больше заслуживает. Вот и все. А так, из слабых сторон, когда спортсмен профессиональный, он же постоянно в разъездах, и человек очень сильно скучает по дому, там, по родителям, братьям, племянникам, сестрам и так далее, по всем. Ладно, когда еще дрался, у меня семьи не было. Я вообще не понимал, как можно было своего ребенка оставить, уехать там на 3 месяца куда-то готовиться к бою. Наверное, самая вот эта слабая сторона, потому что я слишком сильно скучал по дому всегда. Очень сильно скучал по дому, по родителям. Вот это, наверное, самая слабая черта. А на самом деле в спорте, в спортсменах есть такая черта, что они знают, что делать в ринге, они знают, что делать в октагоне, на ковре, на татами. Но зачастую, когда так получается по тем или иным причинам, что они завершают карьеру, они не всегда знают, что делать за пределами. Ваш случай, он, наверное, такой один из немногих, когда человек сразу после завершения карьеры начал заниматься тем, что ему вот по вам правда видно, что вам нравится. Немного тогда о том, чем вы занимаетесь сейчас. Это вот то, что мы вначале говорили, спортсмен в первую очередь должен быть образованным, чтобы он знал. Потому что жизнь спортсмена, она же
плане именно в спортивном поприще наша короткая. Ну, здесь только ты на пике своей карьеры будешь 5 лет, 7 лет. Ну, и все. И потом рано или поздно это закончится. И ты должен всегда, у тебя должны были в голове быть какие-то мысли, что делать потом. Я после завершения карьеры, да, там попытался как-то постажироваться в органах. Да, очень хорошая тоже работа, ничего не спорю. Но в какой-то момент я понял, что я хочу быть полезным для общества, полезным для подрастающего поколения. И сразу же после своей там какой-то карьеры я начал проводить там турниры по боксу. Там суммарно, наверное, штук 15-16 провел турниров по боксу. Сейчас работаю в комитете молодежной политики, физической культуры и спорта города Владикавказ. Да, конечно, отдельную благодарность, конечно, хотелось бы сказать главе города, то, что поверил в меня, взял меня на работу. Потому что мало кто хочет брать спортсменов на работу, понимает, то, что какие-то стереотипы идут просто за спортсменах. Ну, Вячеслав Ирбусович дал мне такую возможность, я понимал, то, что не могу его подвести. И поэтому сейчас я реально занимаюсь любимым делом. Есть же выражение «найди работу, которую мечты, ты ни одного дня не будешь работать». Вот я могу 100% сказать, что я реально ни одного дня не работаю, потому что я занимаюсь любимым делом. Просто это развивать спорт, не только бокс, как бы банально не звучало, да, и не только какие-то опорные виды спорта в нашей республике, да, там борьба, бокс, дзюдо, фехтование там, и так далее. Я хочу, чтобы в нашем городе, в целом в республике развивались другие виды спорта, там, например, там, как киберспорт. В этом году мы первый раз провели, кстати, первенство города Владикавказа по киберспорту. Первый раз в истории вообще нашей республики и города. И много всяких видов спорта, да, которые там не олимпийские. Вот я считаю, что вот их надо тоже сильно поддерживать, потому что, еще раз говорю, у нас есть опорные виды спорта, такие фундаментальные виды спорта, да, там вольная борьба, классическая, там спортивная борьба, бокс, дзюдо и так далее. Ну, их очень много. Но у нас еще есть другие виды спорта, которые набирают обороты, да. И тот же ММА. Просто я большой фанат этого вида спорта стал. Да, там вот я со своим другом Синалом Кацем, там сейчас в федерации вместе работаем тоже, да, параллельно, там на общественных каких-то началах пытаемся развивать этот вид спорта. Я считаю, что у нас именно в таких видах спорта большое будущее есть. И я думаю, что надо именно сделать такое небольшое, не то, что не выделять их от других видов спорта, но сделать небольшой акцент на них, потому что у нас ребята прям очень хорошие. Всегда вся слава уходит этим нашим олимпийцам, да, там, олимпийским видам спорта. А те же ребята, что становятся чемпионами мира там, по кикбоксингу, там, по самбо, по ММА, там, по еще чему-то. Они же тоже чемпионы, их же тоже надо поддерживать. Я считаю, что надо вот именно делать уклон на них. Когда вы ушли со спорта и вот заняли именно место в администрации, в молодежном парламенте спорта, с другой стороны, какой-то вам именно спорт открылся? Больше проблем вам открылось? Конечно, я просто был неприятно удивлен, что много проблем в спорте. Ну, это нормально, мне кажется, часть жизни, потому что спортсмен, проблемы есть в любой сфере деятельности. Но, конечно, я стал работать уже не как спортсмен, а как человек, который там, организует какие-то мероприятия спортивные. Я столкнулся с ними, и я считаю, что как самое что странное, то проблемы не из-за там, руководства, не из-за тренеров, федерации, а просто проблемы, они вот как будто бы уже очень долго лет есть, и они вот так накапливаются, и сейчас вот они есть. Но благо наше руководство города очень сильно уделяет внимание спорту, прям не оставляет его без внимания. Я думаю, что со всеми проблемами можно потихоньку справиться. Тем более, я сейчас говорю, команда у нас хорошая, большая. Все очень болеют этим делом. И я думаю, это точно будет успех, потому что я дальше смотрю на другие виды спорта. Везде у руля там, федерации, везде ребята такие сейчас, знаешь, которые заинтересованы не просто, как бы, знаешь, у тебя президент там какой-то федерации, а человек, который заинтересован этим делом. Я думаю, что в ближайшее время будут хорошие результаты во всех видах спорта в нашем городе и в целом в нашей республике. Глобально и в частности, именно какие планы у вас? Конечно, глобально хочется проводить в нашем прекрасном городе чемпионаты там, России и так далее, высокого уровня соревнования. Но в частности планы развивать спорт, проводить мероприятия, выводить их на какой-то новый уровень, да, делать акцент не только на
соревнованиях там детско-юношеских, но и на взрослых выступлениях, там на каких-то профессиональных вечерах спорта, разного вида спорта. И я еще раз говорю то, что с хорошей поддержкой, которая у нас сейчас есть от нашего руководства, я думаю, у нас будут хорошие результаты. Заур, спасибо огромное за беседу. Я надеюсь, даже уверена где-то, что все цели ваши и не только воплотятся именно в жизни, и все сбудется. Спасибо большое, Кристина. Вам тоже спасибо, что позвали меня, уделили мне время. Мне очень приятно, вы всегда, телеканал меня любит и всегда зовет меня, поэтому огромное спасибо еще раз вам. На этом новости спорта подошли к концу. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч в эфире, дорогой зритель.